Переходим к рассмотрению обращения. Слово для доклада предоставляется судье Бубукеева Миргуль Раскулбековне. Спасибо. Слышно так, да? Уважаемые коллеги, участники процесса, в Конституционный суд Кыргызской Республики 22 августа 2022 года поступило обращение Алиева Назиля Абдылевна, Осмоналиева Айнуры Мусаевны о проверке соответствия пункта 7 статьи 216 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики частям 1-2 статьи 6, части 1 статьи 61, части 1 статьи 95, части 3 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики. Так, обращающаяся сторона в своем ходатайстве отмечает следующее. Пункт 7 статьи 216 Гражданского процессуального кодекса, предусматривая, что суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу в случае получения уведомления Конституционной палаты Верховного суда, по мнению субъектов обращения, необоснованно наделяет суд дискрецией по своему усмотрению принимать решение о приостановлении производства по делу. Заявители полагают, что в случае установления органом конституционного контроля неопределенности в конституционности оспариваемой нормы и принятие того или иного запроса судьи к своему производству, что впоследствии может иметь существенное значение при рассмотрении дела судом и принятии по нему решения. Суд должен приостановить производство по делу до вынесения решения Конституционным судом. Субъекты обращения отмечают, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. И конституционные законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основе. Кроме того, Конституцией каждому гарантирована судебная защита его прав и свобод, предусмотренных ею законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанными принципами и нормами международного права. Вместе с тем, согласно части 3 статьи 97 Конституции, каждый вправе оспорить конституционность закона и иных нормативных правовых актов, если считает, что ими нарушаются права и свободы, признаваемые Конституцией. В свою очередь, судьи независимы подчиняются только Конституции и законам. По мнению заявителей, основополагающим принципом осуществления судебной защиты является принцип законности, подразумевающий вынесение судебных решений на основе Конституции и законов. А в случае возникновения каких-либо сомнений в соответствии с примененной или подлежащей применению при разрешении дела нормы основному закону, суд обязан приостановить дело до вынесения решения Конституционным судом, после чего суду следует возобновить производство по делу. Однако, как считает автор обращения, оспариваемая норма создает ситуацию, при которой, несмотря на принятый к производству Конституционного суда запрос, вопрос приостановления производства по делу решается судом по его усмотрению. Алиева и Осмоналиева отмечают, что конституционное судопроизводство имеет сопряжение с другими видами судопроизводства. В частности, в гражданском судопроизводстве предусмотрен институт приостановления производства по делу в связи с обращением участников в Конституционный суд. Такая взаимосвязь обусловлена правом лица на защиту своих прав и свобод как в процессе конституционного, так и гражданского судопроизводства, которым может быть чревато вынесением судом по одному и тому же вопросу разных решений. Заявители утверждают, что решение о приостановлении по гражданскому делу должно быть обязательным, как в случае направления запроса судьи в орган конституционного контроля, так и в случае принятия обращения к конституционному судопроизводству. С учетом изложенного, субъекта обращения просят признать пункт 7 статьи 216 Гражданского процессуального кодекса противоречащим Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда от 15 сентября 2022 года данное обращение было принято к производству. На сегодня со стороны судьи-докладчика выполнены все процессуальные действия в целях обеспечения правильного разрешения дела, проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращений и подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которых дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Все, да. Уважаемые коллеги, есть вопросы к Миргуль Раскулбековне?